7 октября во Дворце спорта имени Кожамкула состоялась торжественная церемония посвящения первокурсников КРСУ в студенты. Посвящение в студенты – первый праздник первокурсников. Новоиспеченные студенты после летнего спринта, прошедшие через огонь, воду и непростые экзамены, оказываются в другой реальности, адаптируются к новому ритму и типу отношений с преподавателями. И вот настало время принять их в веселое студенческое братство. Уважаемые преподаватели, гости, дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на таком торжественном празднике, посвящении студенты Кыргызско-Российского славянского университета. Вот и настал самый важный в этом году день для наших первокурсников. Именно с сегодняшнего дня вы становитесь частью большой и дружной семьи Кыргызско-Российского славянского университета. По традиции, церемония посвящения в студенты КРСУ началась с гимнов двух государств – Кыргызской Республики и Российской Федерации. С напутственной речью к первокурсникам обратился ректор КРСУ Владимир Нефадий. Уважаемые коллеги, гости сегодняшнего мероприятия, вот уже 2 года в связи с пандемией мы не проводили вот такие мероприятия, хотя в традиции Славянского университета мы ежегодно для первокурсников проводим и создаем праздничный концерт, посвященный поступлению в студенты. Поздравляю вас, что вы сделали очень правильный выбор. Поступили в Кыргызско-Российский славянский университет. И наше пожелание вам хорошего здоровья, успехов в учебе, в достижении поставленной перед собой целью. Ну а чтобы поддержать и вдохновить новоиспеченных студентов, сделать их процесс вхождения в коллектив быстрее и приятнее, свои пожелания и поздравления высказали сотрудники ректората, деканы и представители факультетов. Вступлением в студенческую семью. Школьные годы остались уже позади. У вас новая жизнь. И вы должны ее так прожить, чтобы вам было интересно, чтобы по окончанию вы стали квалифицированными специалистами, руководили уже в будущем коллективами, создавали новые теории, писали монографии, участвовали в путешествиях. Это надо начинать именно со студенческих лет, с первого курса. Но у вас время такое наступает, время поиска и время получения знаний. Вот в этой ситуации нужно сделать все возможное, чтобы ваш поиск всегда завершился тем, чтобы ваши знания намного расширились. И с другой стороны, чтобы ваши знания толкали вас на поиск чего-то нового, хорошего, то, что послужит делу созидания. Сегодня для вас будут выступать ваши же друзья, студенты нашего университета. Они хотят порадовать вас своим творчеством. Они не профессионалы, хотя выступать будут и профессионалы. Вот они нашли небольшую вот такую вот маленькую отдушину в нашем университете, что занялись творчеством. Мы приглашаем всех вас в году 2022-2023 учебном году вступить в ряды тех ребят, которые будут сегодня выступать на сцене. Тем более это очень для нас важно накануне 30-летия нашего замечательного университета. И напоследок хотел сказать, дорогие друзья, высоко несите звание студента Кыргызско-Российского славянского университета. Отличных вам оценок. Всего доброго! Дорогие первокурсники,
от имени преподавателей юридического факультета и студентов поздравляю вас с вступлением в новую такую студенческую интересную жизнь. Хочу пожелать успехов. Самое главное, хочу, чтобы в том же составе вы окончили наш университет, никого не потеряли по дороге, чтобы потом по жизни поддерживали друг друга, радовали своих родителей. Ну и самое главное, чтобы всегда прославляли наш университет своими делами, своими успехами. И мне бы хотелось от моего лица поздравить всех таким стихотворением. Студент, как много в этом слове созвучий сладких и лихих, пускай не так легка дорога, но ты, дружок, всегда держись. Студенты наши сэкономят, пусть корпус наш вам станет домом, грызите вы гранит науки и не страдайте здесь от скуки. Пусть цифры, деньги и балансы вам не мешают петь романсы, пусть все компании вокруг вас с нетерпением в кадры ждут. Пускай студенческие годы вам принесут эмоции горы, а сессии, как дважды два, вам поддаются без труда. Учитесь, радуйтесь, влюбляйтесь, от праздников не отстраняйтесь, дружите, будьте позитивны, старайтесь быть везде активны. С праздником вас, дорогие! Я желаю, чтобы ваша студенческая жизнь была очень бурной, активной, чтобы она вам нравилась. Это зависит, конечно, от вас. И, конечно же, я хочу, чтобы вы вышли все этим составом такими востребованными специалистами, нужными специалистами. Для этого, конечно, надо хорошо учиться. Учиться и еще раз учиться. С праздником, дорогие студенты! Вот впервые выходит. Поздравляю вас с этим замечательным праздником. Я действительно впервые стою на этой сцене и поздравляю студентов-первокурсников, студентов факультета международных отношений с этим замечательным. Мы несколько лет не проводили мероприятия, сейчас впервые за 2 года на этой традиционной площадке для нас мы проводим это мероприятие. Я хочу сказать, что перед вами открывается важная дорога, серьезные будут испытания, но вы должны воспользоваться всеми теми возможностями, которые вам откроются. Вы должны получить знания, вы должны попробовать себя обязательно в научной сфере, потому что сейчас это очень важный критерий для дальнейшего развития, да, дальнейших шагов. Поэтому вам успехов, чтобы все складывалось так, как вам нужно. Я надеюсь, что все вы выпуститесь, все вы будете прекрасными специалистами. Удачи также в научной среде, во всех направлениях. Вот. С праздником вас! Всего самого наилучшего и успехов во всем! Я-то выступаю уже не первый раз. Я таких, как вы, студентов, я на своем веку очень много переучил уже. Дай Бог им всем здоровья. Что я хочу вам сказать? Во-первых, я вас хочу поздравить, что вы выбрали наш университет, самый лучший университет не только Казахстана и Центральной Азии, даже российского региона. По рейтингу наш университет в верхах. Второе. Я хочу вас поздравить, что вы прошли, потому что у вас есть высокие знания, и поэтому вы сможете учиться. И хочу вам пожелать, чтобы вы учились очень упорно, получали знания. То, что здесь вас говорят, там, за 3 дня напишите дипломную, за 3 часа курса вы не слушайте их. Учитесь хорошо, получайте серьезные знания, потому что сейчас жесткий век. Вас будут брать на работу не только по диплому. Если посмотрят тройки, дело не в тройках. Если у вас нет знаний, вас работодатель не возьмет. То, что если хотите сделать карьеру в жизни, учитесь очень упорно. Спасибо. Дорогие студенты, первокурсники,
Я вас поздравляю от имени естественно-технического факультета с прекрасным днем, днем посвящения студентов. Перед вами открывается огромное пространство знаний. Вообще студенческая жизнь – это самая прекрасная пора в человеческой жизни. Мы тоже через это проходили и всегда вспоминаем о своих друзьях, преподавателей, которые нас учили, и всегда это вспоминаем с удовольствием. Но студенческая жизнь – это не только получение всех благ, знаний, это и трудолюбие. И я вам желаю, чтобы на этом поприще вы преодолели все трудности и пришли к заветной мечте вашей, получив знания. Это получение диплома. Удачи вам, прекрасного здоровья, успехов, чтобы всегда были только хорошие знания у вас. С праздником! В Одессе сказали бы коротко «ша». «Ша». Ну что, друзья, и те, кто белохалатные, видите, вас как много, да? И те, кто приоделся, без униформы здесь находятся. Все для нас одинаково любимы, одинаково желанны, одинаково важны. Вот Леонид Иванович, значит, рассказал вам очень интересную историю, такую поучительную байку. Я бы хотел тоже в этом жанре начать, а уже завершить, наверное, все-таки в рифму. Еще одна байка, которая настраивает студента на, ну, все-таки не на самый печальный лад. Банальная обстановка, экзамен, тет-а-тет студент и профессор. Студент берет один билет, что не понимает, отбрасывает, второй, третий. Раздраженный профессор, перегнувшись через стол, постучал студенту по макушке и сказал: «Пустыня». Студент: «Да, профессор, пустыня, но в каждой пустыне есть свой оазис. Только не всякий верблюд найдет к нему дорогу. Поэтому старайтесь на экзаменах каждый проявите и покажите профессору, который, может быть, не совсем ориентируется, путь, дорожку к этому оазису. Это главное. Салам Достор. В подобный вечер сухие, неуместные речи, как и уныние и скука. Бодрее взгляните друг на друга, как верные друзья, коллеги, которым в 21 веке шанс выпал жить и состояться. Не надо преподов бояться, испытывать излишний стресс. Напротив, нужен интерес к учебе, новым дисциплинам, чтобы сообществом единым преграды преодолевать. И ни почем не унывать, не поддаваться черным думам. Полезней сохранять свой юмор и, даже совершив ошибку, стараться не менять улыбку на скорбь, неверие, хандру. Сегодня же на своем миру забудьте модули, зачеты, ведь ваши молодые годы даны не только для того. От универа своего берите не одни лишь знания, но также шанс свои дерзания, свои таланты проявить, свободно и красиво жить, не забывая о любви и прочих чувствах. Селяви, без этого ведь жизни нет. А нынче каждый факультет пусть познакомится с другими, со временем, составив с ними студенческий единый круг. Желаем вам, Дэн Соулук, успехов, звездного порыва, добра, веселья, позитива и задушевного общения в день праздничный, день посвящения. Ярким событием вечера стало видео поздравления Героя социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР и академика Российской академии наук Михаила Залиханова. Особое удовольствие произнести слова приветствия и напутствия первокурсникам Кыргызско-Российского славянского университета. Также приятным сюрпризом для наших первокурсников стало поздравление с посвящением от других студентов самых разных уголков мира.
Привет, студенты КРСУ, я Катя из Краснодара, я желаю вам творческого потенциала и реализации. Всем привет, меня зовут Симон, я из Сирии. Поздравляю вас с посвящением студентов и желаю всех здоровья и идите прямо к цели и верьте в себя, чтобы все получается в жизни. Привет, КРСУ! Я Захар из Таджикистана, учусь в точно таком же университете, только Российско-Таджикский славянский университет. И я вам желаю в наш день терпения, новых свершений и, конечно, море вдохновения. Привет, Кыргызстан! Меня зовут Мансур, я из Ташкента, Узбекистан. Я сам являюсь студентом в ГИКа и знаю, что такое студенческая жизнь. Она очень нелегкая. Желаю вам много терпения. Главное, стремитесь всегда вперед и всегда все у вас получится. Привет Кыргызстану из России! С Днем студента! Я студент КРСУ. Теперь смело могут сказать более 1500 первокурсников. Вступая в студенчество, торжественно обещаем быть достойными преемниками и продолжателями славных традиций студенчества, профессоров и преподавателей Кыргызско-Российского славянского университета. Настойчиво и упорно овладевать необходимыми навыками по специальности, приложить все усилия по овладеванию необходимыми навыками. Не пропускать ни одного занятия и добросовестно готовиться к ним. Хранить и развивать традиции Кыргызско-Российского славянского университета. Быть преданным своей альма-матер, не допускать действий и высказываний, наносящих вред имиджу университета. Соблюдать этику, нормы морали и нравственности, уважать преподавателей и сотрудников университета. Не прибегать к незаконным и недостойным способам для получения зачетов и прохождения экзаменов. Не использовать родственные или служебные связи родственников для получения каких-либо преференций. Укреплять интернациональную дружбу молодежи. И бороться с любыми проявлениями национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Клянемся! Клянемся! А далее началось самое интересное и долгожданное – большая концертная программа. Ее для новоиспеченных студентов подготовили участники студии молодежного центра культуры и творчества КРСУ и друзья вуза, творческие коллективы Кыргызстана. И глаза свои открыла. Любовь
На протяжении всего концерта было душевно, весело и интересно. Мероприятие вышло очень яркое и запоминающееся. Танцы, песни, студенческий юмор поднимал настроение и дарил смех. Здравствуйте, студенты! Здрасте! Можно журналос? А его нету! Как так нету? Так, остается 10 минут до конца пары. Пущу-ка я вас, пожалуй, сегодня пораньше. Только уходите тихо. Встань! Сесть! Кого нет? И сам? Два. Иванова? Ей тоже два. И тебе два. Не заикаться. Удивляйся, любви, без сомнений встречай повороты судьбы, способ жизни, ищи в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее любви. Помирал только сердце звонит, и никем ты других.
Праздник посвящения дал первокурсникам почувствовать себя равноправными и желанными членами университетского сообщества. И, конечно же, показал, что их студенческая жизнь не будет скучной, и они смогут реализовать себя не только в учебных кабинетах и лабораториях. Я дам тебя никому. Вызову весны на войну. И когда с победой вернусь, ты только взгляд и волшебный звон, и я сразу сказочно стану. Кульминацией праздника стало звучание гимна Кыргызско-Российского славянского университета.